Путешествие по просторам Казахстана продолжается, и наши ведущие вновь готовы рассказать вам о самых интересных туристических маршрутах нашей страны. В прошлой программе первая съемочная группа побывала на Соколиных горах и в национальном парке Бойратау. Сегодня одна из ведущих нашего проекта «Жолдыз» откроет нам секреты одного из самых древнейших городов Средней Азии – великолепного Тараза. Присоединяйтесь и вы к нашей познавательной экскурсии. Южный Казахстан, как мы говорим, юг Казахстана, если рассматривать даже с точки зрения кластера развития туризма, то именно эта территория является доминирующей в плане маршрутов Великого Шелкового пути. И когда мы говорим Сауран, говорим Атрар, Тараз, как вы вот назвали, доподлинно всему, наверное, уже миру известно, что это участки Великого Шелкового пути, так же, как и наш славный город Алматы с тысячелетней историей, северный участок Шелкового пути. Итак, знакомство с Таразом мы начнем с самого центра, отсюда и начинается его история. Великий Шелковый путь. При его упоминании в голове мгновенно возникают бесконечная вереница караванов, груженных восточными сладостями, одеждами, шелком, драгоценными камнями и всяческими дорогими изделиями. На пересечении дорог возникало немало крупных и средних городов-крепостей. На данный момент это как аллея Көне Тарас называется на данный момент. Здесь находится Дом дружбы, музей истории. И вот если вы видите, навес, под этим навесом ведутся раскопки. Несколько лет назад здесь, получается, обнаружили то, что именно под нашим зеленым базаром, центральным рынком, обнаружили, что раньше, в древнее время, находился городище Тарас. Именно вот здесь находилось само городище. Это, получается, центр полностью самого города. И, как бы, получается, базар убрали, рынок убрали, всех, кто здесь торговал, их всех перевели в другое место, открылись другие рынки. Но именно для местных жителей это место было как бы вам объяснить, это такое место как встречи. Здесь сюда люди приходили постоянно, кто-то чем-то торговал, кто-то, это был такой рынок, он был действительно известный даже в пределах Казахстана. Здесь можно было найти все. Одним из самых важных и богатейших городов на Великом Шелковом пути признан Тараз. Ему, по историческим данным, насчитывается уже более 2000 лет. Когда-то это была столица Караханецкого ханства. Многие путешественники древности называли его городом купцов. Всему миру Тараз известен с V века, но находки последних лет доказывают, что об этом городе писали еще намного ранее. Известие об этом городе есть первого века до нашей эры. Это вот историк Баньгу, китайский историк, есть такой Хань Ханьшу, исторические записки. Там означает, что гунский предводитель Чжи построил квадратный городок Далуйчэн. Далуй – это китайский транскрипция река Талас, а Чэн по-китайски город. Могучую крепость возвели за 2 года. После Джиджи начал завоевательные походы на ближайшие территории, в том числе и на своего древнего врага – Китай. Когда китайцы напали этот город, защищал этот город 300 тысяч, 3 тысячи солдат, пехотинцы и кавалеристы, особо одетые, там каре, чечуи, рыбы чечуи называется там, это особые панциры. И убит было много человек. Тогда сейчас историки, археологи задумались, откуда эти солдаты. Тогда первый раз в истории
именно на месте, вот в городе, сейчас Тарас был, оказывается, римские войска там были. Римские войска как раз защищал этот гунский город. И была первая битва, это нашей эры. А само развитие, потом эпоха Средневековья, начинается развиваться город. В Таразе находятся десятки исторических памятников. Самые яркие из них – мавзолеи Айша-Биби и Бабаджа Хатун и мазар великого Карахана. Архитектурные сооружения были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и являются визитной карточкой Южного края. Более подробно о них мы рассказали в наших предыдущих выпусках, которые вы сможете найти в социальных сетях по хэштегу Across the Kazakhland. Тарас достиг пика своего развития в X-XII веках, когда он стал известен как столица караханидов. В средние века город собирал богатую дань с проходящих караванов, развивал ремесла, искусство и культуру. Первый у нас город, который принимал посольство, об этом писали протектор Меандр. Это, я говорю, это вообще грандиозное событие тюркского мира, понимаете? Вот как раз поэтому. И потом другие события были. Там, конечно, это 751 год, знаменитая Атмахская битва, которая между китайцами и арабами. И вот как раз там была великая битва, состоялся он 5 дней. Тогда тюрки помогли арабам, пришлось, они победили китайцев. Великие исторические значения, что после этого никогда сапог, как говорится, китайского солдата не наступил в казахскую землю. Во многих исторических справках Тарас отмечен как важный торговый центр Великого Шелкового пути. Отсюда дорога шла в Среднюю Азию, в Китай, Иран, Византию. В X веке эти края посещает арабский путешественник Аль-Макдиси. В своих заметках Тарас он описывает как большой укрепленный город, повсюду сады и шумные базары, где можно услышать китайскую, персидскую, славянскую, арабскую и тюркскую речь. В городе было очень много представителей многих религий. Одни из них в городе было как раз несторианские. Там найдены очень много фрагменты, не только там бывших, потому что этот несторианская церковь был уничтожен, а нашли много надписей в керамике, в камнях, что центром, один из был центром несторианства как раз в юго-восточном Казахстане, именно в город Тарас. По шелковому пути яковиды там как раз в Таразе были. Один из таких памятников – гора Тектурмас. С казахского языка переводится как «не просто так стоит». Находится она на юго-восточной окраине города, на правом берегу Талас. История этого места своими корнями уходит в глубочайшую древность, когда люди верили в слова пророка Заратустры. Здесь находится одно из крупнейших зороастрийских кладбищ на территории Центральной Азии. Датируется IV-III веками до нашей эры. На вершине горы покоится святой султан Махмуд хан. Возвели мавзолей приблизительно в XV веке. Однако он был разрушен царскими войсками при взятии каканского города Аулия-Ата. Восстановить памятник удалось лишь по фотографиям. В нескольких шагах возвышается еще один мазар Мамбет-Батыра, верного сподвижника Аблай-хана. Этих памятников мы должны смотреть как сакральные сейчас памятники. Сакральные памятники эпохи Средневековья, конечно, в государственном учете. Многих туристов Тектурмас привлекает своими загадками. Говорят, что в давние времена здесь был подземный ход, ведущий к центру Тараза. Сделан он был для того, чтобы в случае опасной ситуации им мог воспользоваться правитель и уйти от врагов. По сей день археологам не удалось добраться до подземелья, так как большая его часть обрушена. Тектурмас считается священной землей. Паломники сюда приезжают каждый день.
Местные уверены, это место обладает некой силой, и здешняя аура помогает обрести спокойствие и даже получить физическое исцеление. В 1982 году мавзолей Тектурмас внесли в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взят под охрану государства. Следите за нашим увлекательным путешествием в социальных сетях по хэштегу Across the Kazakhland. Давайте открывать неизведанный Казахстан вместе. И мы продолжаем наш экскурс в историю. В 2006 году археологов потрясла одна находка – раннеисламская мечеть. Ученые полагают, что изначально это был несторианский или манихейский храм. Это подтвердили найденные при раскопках фрагменты с христианской символикой. Сооружение датируется VI-VIII веками нашей эры. Впервые в письменных источниках оно появилось в 893 году. Тогда город завоевал саманидский правитель Исмаил ибн Ахмед. Местных жителей он приказал обратить в ислам, а все храмы переделать в мечети. Сегодня памятник отреставрировали, и теперь эта территория стала местом паломничества для желающих прикоснуться к святыне. В народе ее окрестили просто и звучно – мечеть исполнения желаний. Мы находимся на уникальном объекте, который со временем станет не просто туристическим объектом, а местом, наверное, посещения настоящих целеустремленных туристов. Потому что это новоисламская мечеть. Она слияние двух религий. Сначала это была церковь, потом из нее же, когда было установление ислама, сделали мечеть. Причем мечеть настолько интересная, что в ней полностью внесены все экспозиции того быта. И перед ней находится караван-сарай. Пока древняя мечеть является загадкой для археологов. Внутри помещения были найдены 8 постаментов треугольного образца. С чем связана именно такая форма, пока неизвестно. Внимание привлекает стены, они разного цвета. Темная глина – это сохранившиеся части древнего сооружения, светлую же достроили в наши дни. По словам нашего гида, на противоположной стороне от мечети когда-то находился караван-сарай. Относится он к 8-12 веку. Среди руин были найдены суфы, на которых отдыхали странствующие. В западной части расположено место михраба, молитвенная ниша, обращенная в сторону Мекки. Самое интересное, что люди уже в то время владели технологией теплого пола. Наглядный пример можно увидеть прямо здесь. В центре комнаты была вырыта яма, куда складывали горячие угли и накрывали крышкой. Так тепло распространялось по всему полу. А вот караван-сарай постарались сделать все то, как жили люди. И турист, на минуту попадая сюда, забывает о сегодняшнем 21 веке и окунается в ту историю. Видит перед собой тех, кто заходит в караван-сарай, тех, кто останавливается, красивых тарасчанок, которые танцуют свои танцы. И что самое интересное здесь, теплый полог, разжигали специально огонь, потом закрывали крышкой и стелили красивые курпиши, чтобы человек провел ночь в уникальной вот такой вот месте караван-сарая. Караван-сарай состоял из нескольких комнат. Большой зал для принятия трапезы, комната для омовения, для отдыха и сна. Археологические раскопки в окрестностях мечети не прекращаются и сегодня. С каждым разом находки превосходят одна другую. Коллекции медных и золотых монет XII века, фрагменты старинной рукописи Корана XIX века, древнейшая посуда, которая хранится в музее под открытым небом. И кто знает, какие еще тайны хранит в себе древнейший город Тарас. Возможно, уже в скором времени археологи приоткроют эту завесу. Янги Тарас есть, новый Тарас. Это вот после монгольского времени, там, где был Тарас, там есть в источниках, что этот город существовал. Недавно только вот наш товарищ, нумизмат Петров Павел был в тех краях вместе с киргизскими нумизматами. Как раз недалеко от Тараза, это граница Киргизии, но всего 16 километров, потом территория Киргизии начинается. Там есть ущелье Шонкапка.
Когда-то Бартель говорил об этом, но надо Янги Тарас, новый Тарас, это 15, 16, 17 века, надо искать по-другому. И вот недавно, буквально месяц тому назад, он там нашел очень много монет, которые доказывают, что Тарас жил еще в 15-16 веке. Не забывайте следить за нашим путешествием по хэштегу Across the Kazakhland. Рассказывайте о своих эмоциях, планах и любимых местах в комментариях. А мы продолжаем наше знакомство с древнейшим городом Тарас. Янги Тарас у нас находился, ну, сейчас как бугор, в ауле Чонкапка, раньше назывался этот Покровка, там же находится бугор, который укрывает нам историю как бы Янги Тараза, нового Тараза. За свою многовековую историю город сменил несколько названий: Далоос, Далосе, Талас, Мирзаян, Жамбыл. Арабский ученый Махмуд Кашгари в своих заметках отмечает, что жители этой местности говорили на двух языках – тюркском и сагдийском. Интересно, что во многих восточных странах были найдены монеты, которые чеканились таразскими мастерами. Ну и, пожалуй, самым интересным объектом, то, что станет брендом Джамбульской области, это Кони Тарас. Древний Тарас, раскопки древнего Тараза. То, где когда-то шумел базар, сейчас со временем становится уникальным местом туристического объекта. X-XII века – расцвет города Тарас. Это то время, когда он был столицей Караханидского ханства. Слава о мощном укреплении гремела на всю Центральную Азию. Однако в 1220 году город захватили и сожгли войска Чингисхана. И лишь в конце XVIII века жизнь здесь вновь возобновилась. Была построена крепость, и город начал развиваться быстрыми темпами. Прекрасный город. Сам в раскопках участвовал. И участвую. Там огромный материал. Даже о прибытии этих византийских послов найден золотой солид. Это византийская монета. Это очень интересно. Сейчас в последнее время еще раз найден. Город назывался город купцов. Город крупной идеологии, потому что это был центром Караханидского государства и центром первого мусульманского государства, как там как раз Караханиды в 960 году приняли мусульманство. Сейчас наша съемочная команда приехала в парк под названием «Древний Тарас». Это своеобразный музей под открытым небом. Расположен на территории бывшего центрального рынка. Парк открыли к 550-летию казахского ханства. Для возведения этого уникального исторического комплекса было выделено 20 гектаров земли. Археологические раскопки проводятся здесь уже более 7 лет. Специалисты нашли тысячи артефактов, датируемых разными периодами, начиная с VI века. Многолетние исследования и дальнейшие исследования очень много прольет свет, потому что там даже написан первый дидактический поэма «Яки Илыстом» именно в Таразе. Поэтому значение этого города не только для казахстанской истории, он интересен для евразийской, для мировой истории, археологии, потому что материалы, прямо на центре, город 9 лет, сколько раз там посещали китайские дипломаты, миссионеры других религий, именно в Таразе. Наверное, стоит напомнить о конкурсе. Загрузите свое фото с путешествия по Казахстану, поставьте хэштег Across the Kazakhland и получите уникальную возможность выиграть отличный подарок. Торопитесь! Парк «Древний Тарас» моментально вошел в книгу 100 сакральных мест Казахстана. Есть вероятность, что в скором времени его внесут в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Раньше здесь был зеленый базар, но в 2011 году его закрыли, потому что именно в этом месте, по толще асфальта несколько веков, находился древний город Тарас, часть которого можно увидеть после археологических раскопок. Многие средневековые города строились по одному и тому же принципу. В центре всегда находились базар, мечеть и баня. Остатки этих сооружений можно увидеть в парке «Древний Тарас». В экспозиции музея под открытым небом также представлена коллекция керамики различных периодов. Блюда XI-XII веков Караханидской династии, сосуды хумы огромных размеров, светильники с орнаментами. Есть большое количество предметов из Китая, Ирана, Индии и европейских стран. Сейчас археологи пытаются восстановить, каким он был. Каким был древний Тарас. И это им удается. Там, где раньше шумел базар, сейчас проходят археологические раскопки. 11, 12, 8 и 4 век. Где в мире можно увидеть все это сразу? Как турист может погрузиться в атмосферу того, где когда-то жили тарасчане? В эпохе династии Караханидов это было самым уникальным местом, и город получил наивысшего расцвета. И это можно увидеть на раскопках Тараса, которые действительно стали уникальными. Средневековые бани, мечети, все то, что найдено, средневековый базар – это достояние народа. И оно должно служить им вот такими туристическими объектами. Теперь по изученным находкам историки планируют написать книгу о древнейшем городе Тарас. Всем, кому интересна многовековая история, обязательно стоит посетить этот музей под открытым небом. Дорогие телезрители, не забываем про наш фотоконкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно приехать в Тарас, фотографироваться в парке «Древний Тарас» у этой каски и разместить ее в социальной сети Instagram под хэштегом #AcrossTheKazakh И тогда вы получите возможность выиграть ценные призы от нашего телеканала. Ну что, готовы? Поехали! Интересна история не только древнего Тараса. Его окрестности тоже хранят немало загадок и тайн. К примеру, крепость Акыртас, наскальные рисунки в горах западного Тяньшаня, который находится всего в 20 километрах от центра, и многое другое. Все эти памятники доступны для туристов. Если же вам когда-нибудь выпадет такая возможность, обязательно посетите эти места. И когда посещаешь такие места, осознаешь, как многогранен наш Казахстан, и как много у него не только природных объектов, но уникальных туристических, именно древнего прекрасного Тараса. На сегодня мы завершаем наше путешествие по городу с 2000-й историей – Тарас. Мы побывали в самой первой мечети Казахстана, узнали много нового. Нам удалось пробраться к караван-сараям, в которых останавливались торговцы Великого Шелкового пути. Ну и, конечно, мы не смогли не заглянуть в новый археологический парк под открытым небом «Древний Тарас». Одни из достопримечательностей Южного Казахстана является еще город Сайрам. Это очень интересный город, во-первых. Во-первых, это родина Ахмеда Ясави. Он там родился. Его отец Ибрагим, мать Харадшаш, там же похоронен. Есть могила. Этот город очень интересный, как по названиям там, потому что некоторые Сайрам, есть слово Испиджаб, есть слово еще Аль-Мадинат Аль-Байда, город на Белой речке, но есть слово еще Сурьен, двуречек, потому что не мог он так Сайрам, потому что Сайрам не река, а речушка, он высыхает летом, а много памятники Сайрама имеют еще библейские корни. Наш трип по самым интересным туристическим местам необъятного Казахстана на этом не заканчивается. Вы можете следить за всеми нашими новостями в социальных сетях по хэштегу #AcrossTheKazakhland. Не забывайте о конкурсе. Загружайте свои приключенческие фото в Instagram, отмечайте название программы и получите шанс выиграть ценные призы. Увидимся совсем скоро!